Добрый день, дорогие друзья. Танкового биатлона, 30 августа, 6-й заезд. Идет дождь, проливной дождь, поэтому мы начинаем сразу же с представления экипажей этого заезда. Внимание на огневые дорожки, друзья. 3 огневые дорожки. Выступает команда Лоса, Таджикистана, Конго. И на правом фланге на танке красного цвета сборная Республики Конго. Командир танка младший лейтенант Акон Хабиб. Наводчик-оператор младший лейтенант Бетов Лодендан. Лейтенант Гацбофо Мерс Конго. Таджикистан. Капитан Беков. Наводчик Амонов. Механик-водитель став Азиз. И на левом фланге сборная Лаоса. Командир танка капитан Ватсана Муингтян. Наводчик-оператор старший лейтенант Олей Алунси. Механик-водитель сержант Сайной Суваналат. Звучит горн на полигоне Алабина. Итак, дорогие друзья, ну что ж, прозвучал горн судьи этого заезда. Пока экипажи занимают штатные места в танках. От Лаоса полковник Бумпон Лабхатсян. От Таджикистана Насимжон Шарипов, полковник. И подполковник Алексей Сапко, судья от Конго. Итак, завели двигатели танков Т-72Б3. Несколько мгновений до начала движения. Первым будет стартовать танк красного цвета. Это команда Конго, впервые принимающая участие в танковом биатлоне. Далее танк желтого цвета через 1-2 минуты. Слава факультету. Специальному факультету мы видели сейчас надпись, да, потому что представители Конго обучаются в Дальневосточном высшем военном общевойсковом командном училище. Ну и третьим будет стартовать команда Лаоса на танке синего цвета. Итак, дает команду сейчас главный судья соревнований генерал-майор Роман Бенюков. На начало движения передает эту команду командиру танка, тренер сборной. Вперед. И пожелаем удачи Конго. Начинает движение экипаж. Ну что ж, вперед Конго. Вот они, очаровательные болельщицы, поддерживают свою команду, своих участников. Ну что ж, впереди у экипажа первое препятствие. Механик-водитель должен отработать змейку, а далее загружать боеприпасы и вести боевую стрельбу по мишеням номер 25. В отличие от первого дивизиона, дополнительных боеприпасов не будет, дополнительные боеприпасы не используются. Итак, маневрирует между столбами механик-водитель Нгаце Кангалем Бофо. И останется лишь только выйти осторожно и внимательно через ограниченный проход. Завершаем маневры на препятствие «Змейка». На каждом препятствии стоит полевой арбитр, у которого в одной руке белый флаг, в другой руке красный флаг. Если экипаж справился с преодолением препятствия, флаг поднимается белый. Если не получилось, то, соответственно, красный. Плюс ко всему, если экипаж не справляется с задачей, вот сейчас мы видим белый флаг поднят, полевой арбитр фиксирует то, что нарушений не было. Экипаж выходит на загрузку боеприпасов. Если же экипаж нарушает порядок преодоления препятствий, то главный судья соревнований направляет экипаж на площадку штрафного времени, на пит-стоп, где придется выполнять контрольный осмотр машины, норматив номер 1. Но при этом затратить время, немалое время, около 1 минуты в среднем. Останавливается экипаж, нужно загружать боеприпасы, а обязательно перед этим нужно заглушить двигатель, после чего выйти из танка всему личному составу экипажа. Я напомню, состав экипажа танка Т-72: 3 военнослужащих, механик-водитель, наводчик-оператор и командир танка. Ну и вот сейчас давайте посмотрим на слаженность действий команды Конго. Подают боеприпасы. Такие достаточно рослые, высокие танкисты. 16 килограмм вес каждого снаряда. Непростая эта работа. Вот так вот попробуй подай 16-килограммовую гирю над головой наводчику-оператору, а тот, в свою очередь, уже передает дальше командиру танка, а тот осуществляет загрузку боеприпасов.
Пока по рейтингу индивидуального зачета второго дивизиона лучшим оказался второй экипаж Таджикистана. 29 минут 22 секунды. В прошлом году результат был лучше, 26:39. Ну а Конго принимает участие впервые, друзья. Честно напомню, это военнослужащий, который проходит обучение в данный момент в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище. Впервые здесь, на полигоне Алабино, Западного военного округа. Также проживает на территории 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. Командующий танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель. Также смотрит заезды, поддерживает экипажи, участвующие в конкурсе. Останавливается. Должен будет остановиться экипаж после загрузки боеприпасов на рубеже ведения огня, на рубеже открытия огня, если быть точнее, и вести прицельный огонь по мишеням номер 12. 3 мишени будут предложены сейчас экипажу красного цвета. Собственно, какой цвет танка, такого цвета же и мишени. 1600, 1700 и 1800 метров дальности до целей. Итак, первая мишень в поле. Ну что ж, внимание. Наводчик-оператор ведет поиск цели. Младший лейтенант. Еще год обучаться военнослужащим Конго в Дальневосточном общевойсковом командном училище. Начальник училища генерал-майор Грызлов. Я думаю, несмотря на разницу во времени, сейчас смотрит эфир. Выстрел! Цель поражена! Хорошо! Хорошо, танкисты! Наш преподавательский состав готовит танкистов для Конго, которые, собственно, потом убывают в свою страну и встают на охрану рубежей. Итак, внимание, вторая мишень, 1700 метров. Закрывает уши болельщицы, переживая грома выпускаемых снарядов. Есть цель! Итак, 1800 метров. Цель в поле. Сборная Таджикистана отправляется на трассу конкурса. Ну что ж, вперед, Таджикистан. Пока лидеры. Лидеры 2-го дивизиона, безусловно. В этом году во 2-м дивизионе участвуют 8 команд. Это Таджикистан, Южная Осетия, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Конго. Ну и Абхазия. В этом году была представлена одним экипажем. В следующем году обещают приехать и участвовать уже в составе полной команды 3 экипажей. Пока преодолевает препятствия «Змейка» сборная Таджикистана. А болельщики Конго, пусть их и немного, но тем не менее ярко поддерживают свою команду. Прошел «Змейку». Посмотрим, будет ли белый флаг. Да, белый флаг поднимает полевой арбитр. 3-й выстрел, мишень поражена. Можно продолжать. Конго без остановок, без захода на штрафные круги. За непоражение мишени главный судья соревнований направляет команду на штрафной круг, но здесь этого не будет. Великолепно. Конго будет очень неожиданно, если Конго еще и вырвется в лидера дивизиона. Вот повтор давайте посмотрим. Фактически падая с ног от радости за такие прекрасные результаты. 3 выстрела и 3 пораженных цели, 3 пораженных мишени. Великолепно. И 3-й выстрел. Также результативно видно, как летит сейчас снаряд. И попадает в цель, имитирующую танк противника. Дальность от цели была 1800 метров на крайнем рубеже. Итак, Конго на трассе конкурса. Но механик-водитель не торопится. Вот наводчик-оператор на экранах. Это Муса Леви Флодендан. Ввел боевую стрельбу, а сейчас все на плечах механика-водителя. Нужно пройти оставшиеся препятствия, финишировать после выполнения первой огневой задачи и уйти на 2-й круг, где будет ожидать еще одна огневая задача на 2-м круге и одна огневая задача на 3-м, соответственно. Стрельба будет уже представлена из пулемета. Разных пулеметов, установленных на танке. Это пулемет Корт крупного калибра 12,7 мм и спаренный пулемет ПКТ калибром 7,62 мм. Таджикистан. Танк желтого цвета, мишень в поле. 1600 метров. Наводчик-оператор Амонов Нахзатуллох. Итак, первый выстрел. Промах.
Промах, друзья мои, да, пока у Таджикистана не очень здорово, и у второго, третьего экипажа с поражением целей, первого, точнее, третий сейчас выступает. Первый экипаж не поразил ни одной 12-й мишени, второй экипаж справился лишь только с одной 12-й мишенью, но сейчас пока мимо. Итак, вторая мишень в поле, 1700 метров, выстрел! Нужно поразить мишень! Но, к сожалению, нет. Проходит брод в это время танк красного цвета. Сборная Конго выходит из водяного препятствия глубиной 1 метр 20 сантиметров. И продолжает движение по трассе конкурса. Третья мишень в поле, 1800 метров. Итак, внимание! Выстрел! Где-то рядом, где-то близко. Но оказывается так, что еще ближе штрафные круги. Аж 3 штрафных круга. 1,5 километра придется пройти. Итак, в это время главный судья соревнований дает команду на старт. Команды Республики Лаос. Точнее сказать, Лаосской Народно-Демократической Республики. Итак, старт Лаоса. Третий экипаж. Вперед, вперед и только вперед. Второй экипаж поразил одну мишень из 12-х. А третий экипаж команды Лаоса, к сожалению, так же, как и Таджикистан, не справился ни с одной. Посмотрим, что нам покажет третий экипаж лаосской сборной. В повторе мы смотрим, как мимо летят, к сожалению, снаряда. К сожалению, всех болельщиков, всех тех, кто смотрит сейчас нас в эфире телеканала «Звезда», не получилось, не удалось. Ну что ж, надо работать над ошибками. Безусловно, я уверен, будет проведен глубочайший анализ выступления команды. И уже на территории Республики Таджикистан проведены дополнительные тренировки в ходе подготовки к следующему танковому биатлону 2021 года. В этом году в танковом биатлоне принимают участие 16 команд. Самое многочисленное количество иностранных команд, принимающих в конкурсе. 15 плюс российская команда. Кстати, друзья, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха уютно разместилась фан-зона, клуб болельщиков армейских международных игр, где представлены экспозиции всех конкурсов Армии 2020. Вы можете окунуться в атмосферу соревнований армейских международных игр, не покидая пределов военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Вас ждут интереснейшие экспозиции, история проведения конкурса. Безусловно, тренажеры, на которых проходит тренировку личный состав, в том числе российской команды. В общем, очень много интересного, друзья мои. Итак, повторим и смотрим, как танк красного цвета сборной Конго цепляет, сбивает ограничительные столбы на препятствии ограниченный проход. И выполняет норматив номер 1. Контрольный осмотр машины. При выполнении данного норматива необходимо заглушить двигатель, выйти из машины, обойти ее вокруг, осмотреть на предмет повреждения, обратно забраться в боевую машину, завести двигатель, заглушить его, выйти и снова зайти. Ну, в общем, такие правила. Так необходимо сделать, и на этом затрачивается немалое время. Вот они и санкции за нарушение порядка преодоления препятствий. Экипаж Лаоса завершил загрузку боеприпасов. Впереди боевая стрельба по мишеням номер 12. Останавливается танк. Поворачивает пушку в сторону мишени. Наводчик-оператор начинает ведение поиска цели. Старший лейтенант Алей Алунси. «1600 метров». Подъезжает к отсечке по времени сейчас, друзья мои, команда сборной Конго. Посмотрим на время сейчас. Прошло уже 11:40. Первый круг фактически завершен. Конго поразила нам своей вывешкой в рамках боевой стрельбы по мишеням номер 12. Итак, время 11 минут 54 секунды. Выстрел. Есель. Лаос поражает первую мишень. Так, внимание, вторая мишень в поле, 1700 метров. Корректирует сейчас в радиоэфире старший тренер команды свою сборную, своего командира, а тот, собственно, передает наводчику. Так, около 3 минут 40 секунд до первого выстрела прошло с момента старта команды Лаоса.
Еще один выстрел. Еще одна цель. Хорошо. Ох, сколько радости. Действительно, неподкупные эмоции здесь на полигоне Алабина. И отсечка по времени. Таджикистан. 7 минут 54 секунды. Конго отстает на 3:59. И прошу заметить, это уже с учетом прохождения штрафных кругов. Хорошо работает механик-водитель. Довольно-таки быстро ведет машину и уже догоняет Конго. Точнее сказать, перегнал, если бы стартовали одновременно. Выстрел, третья мишень. Лаос справляется со всеми тремя мишенями. Великолепная работа. Это был наводчик-оператор старший лейтенант Алей Алунси. Алей, заставил пора нервничать, конечно же, свою команду. И подарил столько радостных эмоций. Итак, показывает сейчас старший тренер. 3 раза, говорит, в яблочко мы попали 3 раза. Молодцы. Молодцы, прекрасная работа. Сделали серьезную работу над ошибками. 2 экипажа выступили, мягко говоря, не слишком здорово. А вот сейчас наводчик-оператор сборной Лаоса поразил 3 мишени. Друзья мои, 2-й дивизион выступает, а у нас 2 команды 100% поражение продемонстрировали в рамках стрельбы по мишеням номер 12. И вот в повторе сейчас 1-я мишень поражена. Собственно, также 2-я и 3-я. Почти что все время в одну точку стрелял экипаж. И неужели был сход с колеи? Да, друзья мои, сход с колеи и сбивает ограничительный столб. Раздавливает его 42-тонный танк Т-72Б3. 2 танка на Косогоре. Идут друг за другом. Идут друг за другом. Нельзя останавливаться. Не дает сейчас продолжить движение таджикской сборной. Останавливает время Таджикистану. Не может продолжить движение, потому что Конго остановилась, нарушила порядок преодоления препятствия. Итак, тренер сборной Конго на экранах, преподаватель специального факультета Дальневосточного общевойскового командного училища. Лаос продолжает движение без штрафных кругов по трассе конкурса. У Таджикистана пока 0 из 5. К сожалению, 0 из 5, друзья мои. Так, по 2-й части Косогора продолжает движение Таджикистан. Продолжает отсчет времени секундомер. И впереди очередной рубеж, очередная отрывная точка, друзья мои. Огневая задача. Стрельба из зенитного пулемета по мишени номер 25. Эскарп. Уже первый Эскарп преодолел танк сборной Таджикистана. А сейчас Конго. Неужели остановится? Нельзя останавливаться. Нельзя останавливаться. Газу нужно добавить и взбираться на это непростое препятствие. 90 сантиметров высота Эскарпа и есть. Но сбивает столб. Эскарп преодолел, но столб сбил. Второй Косогор. Конго задел столб. Конго задел снова столб. Есть ошибки, конечно же, в работе механика-водителя, к великому сожалению, болельщиков. Но, тем не менее, гонка продолжается. Приближается к отсечке сейчас танк лаосской сборной. На синем танке Т-72Б3 мчится экипаж Лаоса под руководством командира танка капитана Ватсадана Муенктиана. А загружает боеприпасы сборная Таджикистана. Будет вести боевую стрельбу командир танка капитан Никрус Адинабеков. Зенитный пулемет Корт. Идет загрузка. Нужно взобраться в боевую машину наводчику-оператору. Остается лишь только в башне командир танка, который и ведет стрельбу по мишени номер 25. Мишень имитирует вертолет противника. Дальность до цели 900 метров. Итак, цель поле. Ведет поиск цели, прицеливается командир танка. И короткими очередями начинает ведение боевой стрельбы. Есть в первой очереди! С первой очереди справляется с задачей командир танка. Нужно вытягивать команду из-за допущенных ошибок при первой огневой задаче. Продолжает движение по трассе без
без штрафной дистанции. 500 метров штрафной круг. Длина круга и так немалая. 4 километра 100 метров, друзья мои. Итак, сейчас задний ход и вперед на прямолинейный участок движения по трассе конкурса. Отсечка Лаоса. Давайте посмотрим на время, которое продемонстрировала нам лаосская сборная. Вторые пока идут представители Лаоса. Отстают от Таджикистана на минуту и 9 секунд. Хорошо проходит препятствие колейный мост. Итак, белый флаг поднял боевой арбитр. Зафиксировано отсутствие нарушений порядка преодоления данного препятствия. Можно продолжать движение дальше. Впереди непростой участок. Гребенка с выходом на участок минно-взрывном заграждения. Итак, в чем же дело? Почему сборная Таджикистана не продолжает движение? Сдали назад. Вроде все так здорово было, хорошо. На такой позитивной, яркой ноте. Почему-то остановились. В чем проблема? Заходит на участок боевой стрельбы по мишени номер 25 сборная Конго. Итак, гребенка. Вот как раз-таки тот самый момент, когда, выходя из гребенки, очень просто задеть мины. Да, наезжает правой гусеницей танк Лаоса на мины и тем самым зарабатывает себе штрафную площадку. Загружает боеприпасы сборная Конго, а команда Таджикистана продолжила движение по трассе конкурса. Ну что ж, хорошо идет. Хорошо идет механик-водитель Таджикистана. 59 километров в час. Можно немного подразогнаться. Хотя, прошу заметить, прошел пусть и короткий, но очень сильный ливень здесь на полигоне Алабино. Прямо-таки перед началом заезда полил очень серьезно, как из ведра. И трасса довольно-таки мокрая. Поэтому на глубоких поворотах нужно быть повнимательнее и поосторожней. Открывает огонь. Внимательнее прицелиться нужно. Командир танка Конго, младший лейтенант Акомби Акемба. Не получается, не получается. Нервы на пределе, безусловно. Загрузить до конца боеприпасы. Нужно отстреливать. Есть еще боеприпасы. Есть возможность поразить мишень и продолжить движение без штрафного круга. Один, по всей видимости, остался боеприпас, но нужно его отстрелять. Выбрасывает его, решил не тратить время и пройти штрафной круг командир танка сборной Конго. Брод. Таджикистан проходит брод. Посмотрите, хорошо впрыгивает в воду на одном дыхании. И посмотрите, как здорово и быстро выбирается наш танк Т-72Б3 из препятствия глубиной 1,2 метра. 1 метр 20 сантиметров. Именно такова должна быть глубина брода в соответствии с курсом по вождению боевых машин. Впереди холм. Холм пока не вызывал особых трудностей при его преодолении. Курган его еще называют. Это препятствие длиной 60 метров, высота его 6 метров. Движение по кургану должно быть без остановки двигателя и скатывания назад. Лаосская сборная на загрузке боеприпасов. Итак, вперед, забрасывает ленту на броню. И сейчас командир танка будет загружать боеприпасы и вести огонь по мишеням номер 25. Посмотрите, слаженность действий. Наводчик-оператор помогает загружать боеприпасы. А командир танка в то время готовится, берет, подключает свой шлемофон к радиостанции и будет докладывать о том, что готов к ведению огня. Да, докладывает сейчас о том, что готов вести огонь. Мишень в поле, 900 метров, дальность до цели. Осталось прицелиться и попасть в нее. Лаос очень хорошо начал, поразил 3 мишени номер 12. И нужно так и закончить. Так и закончить этот заезд обязательно. Повнимательнее. Ведет стрельбу. Есть попадание! Ну, хорош экипаж Лаоса в этом заезде. Ох, как радуются болельщики. Друзья мои, да радуемся все мы. Я еще раз повторяю.
что лаосский первый и второй экипаж выступили, мягко говоря, не очень здорово. Отсечка по времени Таджикистана. Давайте посмотрим. Завершает второй круг, входят на третий и будут выполнять третью огневую задачу по поражению мишени номер 9. Ручной противотанковый гранатомет. Колейный мост. Хорошо, одним прыжком. Очень серьезно там трусит, мягко говоря, экипаж при преодолении колейного моста. Держится за все, за что можно держаться. Главное не допустить травматизма. Впереди гребенка, искусственная неровность, которая не столь сложна сама по себе, как сложно выйти с гребенки, не задев мины. А вот и минное поле. Ну хорошо, механик-водитель пропускает все мины между гусениц, выходит с препятствия, поднимает белый флаг, полевой арбитр, можно продолжать движение. Обороты, обороты! Слышно сейчас, как дает команду своему экипажу старший тренер. А на экранах командир танка Ватсана Мыенктян. Как раз таки тот командир танка, который сейчас и здорово справился с мишенью номер 25. И подарил столько радостных эмоций лаосским болельщикам. На прямолинейном участке движения трассы конкурса наблюдает сейчас тренер за работой своего экипажа. Впереди еще один круг. Впереди еще один круг у лаосской сборной. О, друзья мои, сейчас какие-то прения идут. Что-то происходит сейчас. Конго, возможно, серьезно нарушил правила безопасности. Да, ушли с трассы. А куда ушли-то? В чем дело? Нарушение требований безопасности. Экипаж снят решением главного судьи соревнований с этого заезда. Почему-то был дезориентирован. Механик-водитель и попросту ушел с трассы абсолютно в другое направление, в другое место. Этого делать нельзя. Остановлена гонка, остановлен заезд. Это нарушение требований безопасности, и впредь такого нельзя допускать никому. Итак, Конго. Время можно останавливать. Экипаж снят с участия в этом заезде. К сожалению, тренера, безусловно, к сожалению, тренера. Но узнаем мы обязательно у механика-водителя, у тренера сборной, в чем была проблема, почему так произошло. Неужели был заляпаны приборы для движения, так сказать. Не видел, быть может, механик-водитель, друзья мои. Проходит брод сейчас лаосская сборная. Будет завершать второй круг уже совсем скоро. И пока 16 минут 47 секунд у сборной Лаоса. Таджикистан 20-38. 20-38, друзья. Дорогие друзья, на сегодня впереди нас с вами еще и ожидает интереснейший заезд вне конкурса танковый биатлон. Мы посмотрим с вами, как поведут себя бронетранспортеры БТР-82А. Современные бронетранспортеры на трассе танкового биатлона. После завершения этого заезда бронетранспортеры будут готовы продемонстрировать свои огневые и ходовые возможности. А пока мишень желтого цвета в поле, дальность до цели 600 метров. Сборная Таджикистана, наводчик-оператор, будет вести боевую стрельбу. Это капитан ОМОНов Нахзатулох. Вращает башни, ищет цель. Нужно скорректировать сейчас тренеру. Направить, сказать левее, правее, где находится мишень. Бывает так, что наводчик-оператор сразу не наблюдает ее. Но вот сейчас мы видим, как открывает огонь по цели. 15 боеприпасов всего лишь навсего. Нужно быть предельно осторожным. Короткими очередями вести огонь. И хотя бы одной пулей попасть в мишень. Этого хватит для того, чтобы мишень была разбита. Ведь мишени стеклянные и прекрасно просматривается, если результат был положительный. Да, с замиранием сердца сейчас наблюдает за работой своего наводчика-оператора болельщики Таджикистана. Но, по всей видимости, можно выдохнуть, друзья мои. Придется пройти штрафной круг. Закончились боеприпасы у наводчика-оператора. По результату этого заезда сборная Таджикистана справилась, к сожалению, только лишь с одной мишенью.
А что вот и болельщики. Не унывать, ни в коем случае не унывать. Поддерживать свою команду. Лаос перед Курганом Славы. Отсечка по времени по завершению выполнения задач второго круга. Итак, 3, 2, 1. Есть! Проносится мимо Кургана. Отсечка по времени 18:47. Немного отстает от сборной Таджикистана. Всего лишь на минуту 13. Если поразят мишень номер 9, то есть шансы стать лидерами этого заезда. Впереди Гребенка. Впереди Гребенка была допущена ошибка, друзья мои. Посмотрим в повторе работу механика-водителя лаосской сборной. Ох, и посмотрите, цепляет или нет. Сложно сказать, нужен будет повтор обязательно прохождения участка в минно-взрывном заграждении. Ну а команда Конго будет возвращаться на исходную после дисквалификации. Итак, повтор. Противотанковый ров, да, цепляет бортом. Ох, как серьезно цепляет бортом бетонную стену противотанкового рва. 2 пит-стопа получает. Да, здесь был наезд на мину. Здесь был заезд на первые 2 мины. И из-за нарушения порядка преодоления препятствия противотанковый ров также экипаж получает пит-стоп. Итого 2 раза придется выполнить норматив контрольный осмотр машины на площадке штрафного времени. Хорошо идет таджикский экипаж. Впереди глубокий поворот. Повнимательнее. Посмотрите, какая мокрая трасса. Серьезный дождь прошел. Первому, конечно же, экипажу повезло. Очень здорово. Хорошая погода была. Светило ярко солнце. Вот здесь как раз-таки, как только начался заезд, в течение 5 минут шел проливной дождь. Ну, перед его началом и в течение первых минут начала заезда второго дивизиона. Но, тем не менее, это не стало причиной для того, чтобы не поразить мишени номер 12 команде Конго и сборной Лаоса. Проходит противотанковый ров команде Таджикистана. До завершения выступления в индивидуальной гонке осталось совсем чуть-чуть, буквально 2 препятствия. У Таджикистана время 24:45. Лучшее время таджикской сборной в этом году 20. Завершить гонку можно лидерами не только заезда, но и лидерами в целом второго дивизиона. Глубокий поворот. В повторе мы смотрим. У Лаоса вновь проблема с преодолением препятствий. Да, мы совсем забыли еще 2 пит-стопа. 2 пит-стопа — это как минимум 2 минуты. Поэтому шансы у Лаоса еще остаются, еще есть. Но тем не менее они невысоки. Итак, Таджикистан. Последнее препятствие в индивидуальной гонке для сборной Таджикистана в этом году. Проходит препятствие противотанковый ров. И выходит на прямолинейный участок перед финишем. Ну что ж, встречает Таджикистан своих героев. Да, что-то не получилось. Безусловно, нужно подтянуть стрельбу. Волнение, переживания, все накладывается на результат стрельбы. Ну, сегодня получилось так, как получилось. 1 мишень из 5 была поражена. В целом время неплохое. 26 минут и 21 секунда. Таджикистан завершил выступление в индивидуальной гонке. 26-21. Но это как минимум лучше, чем второй экипаж своей же команды. Это лучший результат в целом команды Таджикистана. Итак, лаосской команде нужно закрыть люк. Этого нельзя допускать. Это нарушение. Могут быть наложены штрафные секунды. И вот услышал, видимо, нас в эфире. Командир танка закрывает люк. Цель стоит. Цель в поле. Мишень стеклянная. Дальность 600 метров. Стрельбу будет вести наводчик-оператор. Нужно не подвести, не подкачать.
спаренный пулемет, 15 боеприпасов. Этого вполне достаточно для того, чтобы мишень была разбита вдребезги. Мы наблюдали, как буквально с первой очереди сразу же попадают танкисты в мишень номер 9, имитирующую ручной противотанковый гранатомет. Мы посмотрим, как это получится. Пока мы видим, что мишень не найдена наводчиком-оператором. Нет, пока нет стрельбы. Пока стрельбы нет, друзья мои. Лаос 24 минуты и уже 10 секунд. Все меньше и меньше шансов на то, чтобы стать лидером в этом заезде. Да их фактически уже не осталось, друзья мои. Итак, ну что ж, этим заездом завершается череда индивидуальных заездов танкового биатлона. Экипажи продемонстрировали фактически уже все, остался только Лаос, свою индивидуальную выучку. И в дальнейшем уже с 1 сентября мы будем наблюдать за работой всей команды в составе всего экипажа. В эстафете экипажи будут проходить по 4 круга каждый экипаж, передавая друг другу эстафету. Так, лаосская сборная израсходовала боеприпасы. Можно будет продолжать движение, но, к сожалению, со штрафной дистанции, либо с временем, добавленным за прохождение штрафного круга. Это уже нарушено решение главного судьи соревнований. Ну а что стоим-то? Что стоим? Некого ждать. Нужно отправляться вперед. Итак, сдает назад сейчас экипаж Лаоса и продолжит движение по трассе конкурса. Так, небольшая скорость. Да, друзья мои, будет заходить на штрафной круг обязательно экипаж Лаоса. Пройти нужно будет еще 500 метров. И только уже в дальнейшем продолжит движение по трассе конкурса. Время 26 минут 17 секунд. И уже Таджикистан не догнать в этом заезде. Но, тем не менее, 4 мишени из 5 сборная Лаоса поразила. Немножечко бы подтянуть работу механика-водителя, получше бы пройти препятствия. И это было бы блестящее выступление в танковом биатлоне во 2-м дивизионе. Но, тем не менее, как говорится, что имеем, то и имеем. Второй штрафной круг будет преодолевать сборная Лаоса на правом фланге. Ну а завтра, друзья мои, заездов не будет завтра. Экипажи осуществляют приведение вооружения танков к нормальному бою. Пристрелка, попросту сказать, перед эстафетой. В эстафете будут участвовать как в 1-м, так и во 2-м дивизионе фактически все команды. Но в 1-м дивизионе все команды, а вот во 2-м дивизионе не будет участвовать, ну, как минимум, команда Абхазии и Южной Осетии. Ну, в первую очередь по той причине, что они не в полном составе. Южная Осетия в этом году представила 2 экипажа, а Абхазия представила выступление 1 экипажа танка. Ну что ж, экипаж синего цвета сборной Лаоса проигнорировал команду на захождение на штрафную дистанцию. И получит минуту, дополнительную минуту к общему времени. Ну что ж, быстрее завершится заезд, безусловно. Все мы ждем с нетерпением также еще одного показного заезда бронетранспортеров БТР-82А. Посмотрим, как бронетранспортеры ведут себя на трассе танкового биатлона. Немножечко освежиться, искупнуться, так сказать. И красивый, чистый танк синего цвета Т-72Б3 продолжает движение по трассе конкурса. Буквально 3 препятствия до финиша у сборной Лаоса.
Так, пока лучший экипаж — это экипаж Таджикистана. Третий экипаж, как раз таки, который выступал сегодня. 26 минут 21 секунда. А далее второй экипаж Таджикистана, я думаю, будет. Хотя, возможно, и Лаос. 29-22. Ну, не успеет Лаос. 40 секунд осталось. 40 секунд до второго времени в дивизионе. Третьим был пока Вьетнам. А нет, друзья мои, 31 минута 49 секунд. Время 31:49 у Южной Осетии. Поэтому есть еще шанс у Лаоса. Уточнил я сейчас в турнирной таблице время. Да, 31 минута 49 секунд. Ограниченный проход. И будут выходить на фактически финиш. Вновь цепляет ограничительный столб. Возможно, будут добавлять время. Сомневаюсь, что отправят на штрафную площадку. Но очень больно и грустно экипажу, конечно же, перед финишем заходить на площадку штрафного времени. Противотанковый ров. Нельзя нарушать порядок преодоления препятствий. Ни в коем случае. Немного до финиша. Видна уже финишная прямая. Считанные десятки метров. Механик-водитель, сержант Сайнов Сунавалат выходит из препятствия. Белый флаг поднимает полевой арбитр. Тренер встречает и на самом деле радуется. Радуется выступлению своего экипажа очень хорошо. В сравнении с другими экипажами Лаоса, да и в первую очередь в сравнении с прошлым годом, третий экипаж просто на высоте. 4 мишени из 5 были поражены. Не удалось справиться только лишь с мишенью номер 9 при стрельбе из спаренного пулемета. Ну что ж, очень здорово. Финиш! Лаос завершил выступление в индивидуальной гонке танкового биатлона. 30 минут 23 секунды. Отстали от Таджикистана на 4 минуты и 1 секунду. Итак, судя по всему, друзья мои, это второе место в индивидуальном зачете второго дивизиона. Нет, третье место будет, потому что первое будет, скорее всего, да, у Таджикистана. Третьего экипажа, далее Таджикистан, второй экипаж. И на третьей строчке, по всей видимости, будет Лаос. Но не стану забегать вперед, дождемся окончательных результатов после завершения заседания судейской коллегии сегодня. Радость, неподкупные улыбки, видна даже улыбка сквозь маску, друзья мои, тренера лаосской сборной. Ну, слушайте, сейчас виден прекрасный, не только в этом году открытый в честь 75-летия Великой Победы храм Вооруженных сил Российской Федерации. И на его фоне мы видим результаты этого заезда. Таджикистан 26-21, Лаос 31-23. И Конго дисквалификация за нарушение требований безопасности. Дорогие друзья, сейчас вашему вниманию самые яркие моменты этого заезда. Давайте посмотрим на выступление Таджикистана, Лаоса и Конго. Но очень сегодня удивила Конго. Безусловно, если бы не дисквалификация, это был бы очень хороший заезд. Медленно, но уверенно шли по трассе. Механик-водитель немного дезориентировался, ушел с трассы, тем самым нарушил правила, и команда была дисквалифицирована. Да, представляю Двоко, Дальневосточное общевойсковое командное училище. Ну, в первую очередь, свою страну, ну а так как проходит обучение в Двоко, конечно же, и болеют и поддерживают сейчас преподаватели Дальневосточного общевойскового командного училища за своих ребят. Ну, вот грустный момент, когда команда Конго пешком уходит с трассы. А сейчас сборная Лаоса. Сборная Лаоса. Лучшие яркие моменты. Также очень хорошая боевая работа в рамках выполнения огневых задач была продемонстрирована. Это поражение 12-х мишеней наводчиком оператора, всех 3 мишеней. Поражение 25-й мишени командиром танка. И вот тот момент, когда показывал нам свою радость старший тренер сборной, показывал нарисованную на листке бумаги мишень номер 12 и трижды пробоины в мишень. Неподкупная радость, эмоции болельщиков. Ну и неприятные моменты.
Бортом танка была зацеплена стена, бетонная стена препятствия противотанковый ров. Танк поврежден, придется его чинить, так сказать, приводить к нормальному бою и нормальному движению в рамках выступления команды Лаоса в эстафете. Ну а сейчас на экранах работа лидера этого заезда. Несмотря на то, что не сумели поразить мишени, ни одной мишени, нужно серьезно проводить работу над ошибками тренерскому штабу и в рамках подготовки к следующему танковому биатлону, конечно же, провести серьезнейшую работу. Но я думаю, поделятся опытом подготовки наши тренеры, ну и тренеры сильнейших команд белорусской сборной, Китайской Народной Республики, Азербайджана. И Таджикистан проведет работу над ошибками. В следующем году выступит еще лучше. Но несмотря на это, скорость у механика-водителя была хорошая. И тем самым при помощи механика-водителя, его опыта, сборная Таджикистана пришла первой в этом заезде, несмотря на то, что ни одна из мишеней не была поражена. Дорогие друзья, на этом заезд второго дивизиона завершен. Выступили все экипажи первого и второго дивизиона танкового биатлона. Огромное спасибо всем тем, кто смотрит нас в эфире телеканала «Звезда», всем тем, кто приезжает на полигон Алабино и болеет здесь за экипажи, за команды, участвующие в конкурсе. Общая таблица второго дивизиона, как я и говорил, 2 первых места во втором дивизионе у Таджикистана. Далее на 3-й строчке сборная Лаоса с результатом 31 минута 23 секунды. Замыкает таблицу дисквалифицированный Конго. И на 20-й строчке второй экипаж Катара. Кстати, очень приятно было смотреть на работу Катара вчера, друзья мои. Кому интересно, обязательно посмотрите в повторе. Собрался Катар, и 3-й экипаж поразил нас своими умениями, так сказать. Дорогие друзья, с вами был комментатор танкового биатлона Николай Федоров. С вами был телеканал «Звезда», полигон Алабино. Берегите друг друга, любите друг друга. Будьте здоровы и будьте счастливы. Мирного неба над головой. Ваше Министерство обороны Российской Федерации всегда с вами и всегда рядом. До новых встреч!